Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как, согреваясь, чуть не сгорели 2 человека. Пытался потушить, но не это. Бесполезно было потушить. Бесполезно. Подробности пожара на улице Лушникова. На пути к своей цели не видел преград. Нападение на магазин было зафиксировано камерами наблюдения. А также приговор за противозаконное устранение конкурента. 36-летний предприниматель должен следователю оказать за вознаграждение содействия в изъятии продукции предприятия конкурента. Финал нечестного бизнеса – это не только прямо сейчас. Едва не сгорели, пытаясь согреться. Именно обогреватель, по предварительной версии, стал причиной крупного пожара в одной из квартир дома на улице Лушникова. Возгорание началось в комнате, где спала пожилая женщина. Почуяв запах дыма, ее сын попытался самостоятельно потушить пламя. Когда понял, что огонь не остановить, помог маме выйти из сгоревшего помещения. Вместе с ними на улицу вышли и десятки соседей. Рамиль Шайдуллин продолжит. Приехав на место, пожарные приняли решение эвакуировать жильцов дома. Несмотря на позднее время, люди оперативно покидали свои квартиры. Только что нам постучали, вот мы буквально за 5 минут собрались, и нас уже... 3 детей маленьких. Они там до сих пор? Да. В итоге, надев на людей дыхательные маски, спасатели вывели на свежий воздух 6 человек. Изначально соседи считали, что пожар вспыхнул в квартире, где живет многодетная семья. Но чуть позже пожарные нашли источник огня. Он находился в другой квартире, на 8-м этаже. Там живут 74-летняя женщина и ее 46-летний сын. Оба сумели спастись. Она спала, я нет. Поэтому пытался потушить, но не это. Бесполезно было потушить. Бесполезно. По рассказам хозяев горевшей квартиры, пожар в помещении начался из-за обогревателя. Попытка ликвидировать возгорание своими силами не увенчалась успехом, вследствие чего огонь быстро распространился по всей квартире. Люди выскочили, в чем были. Но я и вытащил. Но вышла, в принципе, сама. Я только на улицу вытащил. Не предполагаете, почему случилось? Обогреватель. У вас дома отопление плохое, что ли? Почему обогреватель включили? Да. Холодно ей. Ей нельзя замерзать. Они успели надышаться едким горячим дымом с ожогами верхних дыхательных путей. Пострадавших госпитализировали в больницу. С огнем пожарные справились за полчаса. Общая площадь пожара составила 9 квадратных метров. Предварительная причина произошедшего – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Зашел в магазин, ударил бутылкой покупательницу и стал требовать деньги. Преград перед собой не видел. Погром, учиненный 33-летним мужчиной в одной из торговых точек Альметьевска, был зафиксирован камерой наблюдения. Но желаемого он не получил. Ни продавец, ни покупатели не растерялись и дали отпор нападавшему. Съемки посмотрел Айрат Назипов. Не молоко быть? 5000, да, бегом. На пути к своей цели, легким и быстрым деньгам, он не видел никаких преград. Покупательницу от кассы убрал ударом пустой бутылки по голове. Прилавок, отделяющий его от кассы, быстро рухнул на пол. Туда же уже продавец отправил и саму кассу, спасая выручку. Мужчина смог хватить только одну банкноту номиналом в 1000 рублей. Сотрудница магазина дала ему отпор. Нападавший пытался скрыться, но покупатели успели позвать на помощь прохожих. Мужчина быстро утихомирил выбежавшего на улицу дебошира и вместе со своим знакомым удерживал его до приезда полицейских. В отделе полиции быстро установили личность задержанного. Фигурант уголовного дела ранее был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и состоит на наркологическом учете за употребление психоактивных и запрещенных веществ. По данному факту отделом дознания МВД России по Альметьевскому району возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет. 33-летнему мужчине теперь грозит ближайшие 4 года провести в местах лишения свободы. Айрат Назипов, Нафиса Минязова, вызов 112. «Лада» 14-й модели потеряла способность передвигаться после столкновения с «Митсубиси» на пересечении улиц Осиновской и Юсупова. Мужчина, управлявший отечественным автомобилем, не пропустил встречную иномарку при повороте налево. Сильный удар произошел буквально через секунду после того, как молодой водитель нажал на газ. Айгуль Батрудинова продолжит.
Все понятно, что не уступил дорогу. Водитель «Лады» не стал придумывать отговорки и признал, что авария произошла по его вине. Рассказал, что, двигаясь по улице Осиновская, хотел повернуть налево в сторону улицы Наиля Юсупова, но не пропустил встречный автомобиль. Митсубиси врезалась в него через секунду. Думал, проскользнул, не проскользнул. Чисто по своей глупости, что не окна. За рулем водитель 14-й всего полгода. До этого молодой человек не попадал в дорожно-транспортное происшествие. Да что-то показалось, как будто далеко есть на самом деле. И что-то решил газ дать, а видите, не вышло. Люди в аварии не пострадали. Приобретенный опыт и последующие финансовые траты на восстановление автомобиля, вероятно, заставят молодого человека быть более внимательным на дороге. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. Момент наезда иномарки на женщину, переходящую дорогу, попал в объектив видеорегистратора одного из автомобилей. На записи видно, что машины остановились, чтобы пропустить пешехода. Но водитель «Тойоты», видимо, решил обогнать останавливающиеся автомобили по встречной полосе и сбил женщину. Упав, она едва не попала под заднее колесо иномарки. 43-летнюю пострадавшую закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом таза госпитализировали в больницу. Ответственность, которую понесет водитель иномарки, еще предстоит определить. Сегодня в Верховном суде республики должен был стартовать процесс по громкому делу об убийстве в феврале 2017 года студента КФУ, гражданина Республики Чад. По версии следствия, 4 молодых людей из-за расовой ненависти заранее составили план нападения. Как гласит уголовное дело, 2 из них подкараулили Махджуба Тиджани Хасана возле общежития на улице Аделя Кутуя. Сначала, как установила экспертиза, человека ударили молотком по голове, а затем в ход пошел нож. Вину молодые люди не признали. Дело должно слушаться судом присяжных, поэтому для телекамер процесс закрытый. Но процесс отложили до завтра в связи с неявкой адвоката одного из подсудимых. Бывший следователь, экс-полицейский и бизнесмен выслушали сегодня приговор за противозаконную попытку устранить конкурента. Согласно материалам дела, предприниматель предложил силовикам изъять несколько тонн мяса у его конкурента. Прикрыть это решили тем, что продукция якобы не соответствовала нормам безопасности. По документам мясо уничтожили, на деле, как сознались некоторые обвиняемые, продали. Ущерб бизнесмену 1,5 миллиона рублей. Какой вердикт вынес суд, знает Нафиса Минязова. Когда его вели в зал заседания, он улыбался и махал рукой своим близким. И так до тех пор, пока судья не начал оглашать приговор. На скамье подсудимых 3 человека. Один из них Вадим Караваев, экс-начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Все время следствия он находился под арестом. 2 других фигурантов, бывший следователь Илья Артемьев и бизнесмен Артем Мурашов, суда ждали под домашним арестом. По версии следствия, в октябре 2017 года 36-летний предприниматель предложил следователю оказать за вознаграждение содействие в изъятии продукции предприятия конкурента. Подельники разработали совместный план и обратились к начальнику отделения отдела экономической безопасности с предложением об инициировании оперативных действий в отношении одного из казанских предприятий за крупное вознаграждение. Судя по материалам уголовного дела, после визита на предприятие бизнесмена у него по документам изъяли 17 тонн мяса крупнорогатого скота, якобы не соответствующего нормам безопасности, а фактически изъяли больше 31 тонны. Далее, в начале ноября 2017 года, не зафиксированные в протоколе 14 тонн продукции, подельник правоохранителей продал неустановленному лицу за 5 миллионов 600 рублей. В дальнейшем 38-летним обвиняемым незаконным путем получено заключение ветеринарной лаборатории о зараженности изъятых 17 тонн продукции. Это мясо также продали, но по документам оно было уничтожено. Обман раскрылся, подозреваемых задержали. Общий ущерб предпринимателю составил больше 15 миллионов рублей. Экс-полицейский вину свою не признал. Суд на время следствия поместил его под арест. Остальные подозреваемые во всем сознались. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статьям мошенничество, превышение должностных полномочий и подстрекательство к даче взятки. Сегодня в Советском районном суде им вынесли вердикт. Бывший следователь Илья Артемьев был приговорен к 3 годам условно. Бизнесмена Артема Мурашова приговорили к 6 годам колонии строгого режима и взяли под стражу прямо в зале суда. А бывшего полицейского Вадима Караваева суд приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с Мурашова и Караваева по 4 миллиона рублей в пользу потерпевшего. Илья Артемьев 4 миллиона уже заплатил. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.